Наш первый подкаст. Ура! Настраивайтесь на то, что как будто это прямой эфир. Ничего страшного, но не останавливайтесь. Я приветствую всех читателей и ныне слушателей интернет-журнала 7 на 7. Меня зовут Максим Поляков, я заместитель главного редактора. И сегодня мы записываем наш первый подкаст. Мы — это Софья Кропоткина, главный редактор 7 на 7. Привет. И Владимир Прокушев, журналист интернет-журнала 7 на 7. Владимир, добрый день. Добрый день. Владимир с самого начала освещает уголовное дело бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера. И сегодня мы хотим как раз поговорить о том, что же нам стало известно практически за 3 года после задержания и ареста самого Вячеслава Гайзера, его коллег по правительству и приближенных бизнесменов. Вначале я коротко напомню, что это за уголовное дело. 19 сентября 2015 года, практически 3 года назад, были задержаны, а потом арестованы 19 человек, которые, по мнению следствия, входили в так называемое организованное преступное сообщество Вячеслава Гайзера, его уже так именуют. Им в вину ставят, собственно, мошенничество, если я правильно помню, коррупционные преступления, ну и, собственно, то, что они в бытность свою во власти завладели крупными предприятиями через фирмы, подставные фирмы, ввели в офшоры, собственно, акции и деньги, которые на этих предприятиях зарабатывались. Само это преступное сообщество, по мнению следствия, появилось в 2005 году, хотя неформально люди помнят, что система управления региональными активами изменилась с приходом к власти предыдущего главы Коми Владимира Торлупова в 2001 году. Ну вот и сейчас с января идет суд в Москве. Прошло уже много заседаний, выступило очень много свидетелей на этих заседаниях, и мы очень много нового и интересного узнали о том, как жили люди в Республике Коми, как принимались важные решения в Республике Коми, кто несет ответственность за какие-то решения. И по этим решениям мы так или иначе все жили. И много-много было интересного сказано в суде. Конечно, отчасти мы так или иначе понимали, да, как мы живем в регионе, в Республике Коми, но, по-моему, впервые это официально уже закреплено теперь в документах, в материалах дела. Володя, первый вопрос к тебе. Можешь ты сейчас объяснить, вот, что происходит на процессе, на какой он стадии? Сейчас, насколько я понимаю, объявлен перерыв. Как он проходит? Да, ну я для начала бы рассказал вообще, в принципе, что дело начало слушаться в суде с января 2018 года, то есть там полгода. Оно слушается в суде. Это Замоскворецкий суд, обыкновенный районный суд города Москвы. И сам процесс как бы визуально и по своей механике, как он устроен, ничем совершенно не отличается от любых других процессов. Сейчас идет стадия судебного следствия. Это такая стадия, когда обвинение, да, гособвинение предъявляет, допрашивает свидетелей, изучает материалы дела. На этой стадии, значит, там, если это допрос свидетеля, приглашается свидетель обвинения. Первым его допрашивает сторона гособвинения в лице прокуроров, которые представляют сторону гособвинения. Затем свои вопросы задает адвокат обвиняемых тому или иному свидетелю. Когда свидетели не допрашиваются, по какой-то причине, например, там кто-то из свидетелей не смог там явиться в заседание, вот, то периодически продолжается изучение материалов дела. Да? То есть все, что есть в материалах дела, начиная там от копий паспортов там, обвиняемых и заканчивая там, всеми там, бумагами, справками и прочим, все, что относится как-то к делу, их там, гособвинение зачитывает, а защита, адвокаты обвиняемых могут делать там те или иные замечания и обращать внимание суда на там, содержание каких-то документов, которые они считают важным для того, чтобы суд обратил на них внимание. Вопрос, ты можешь сказать, кто эти свидетели, кого допрашивают в суде, что это за люди?
Вообще свидетелей больше 200 человек в этом деле. Точную цифру там я не знаю, но как бы заявлялось, что их больше 200. Совершенно разные свидетели были по ходу процесса, то есть ну, не было какой-то четкой там линии, что там сейчас допрашиваем бывших там высокопоставленных чиновников, потом будем допрашивать там каких-то среднего звена и так далее. То есть там бывший министр, там в этом же заседании допрашивали там бухгалтера там, птицефабрики Зеленецкая, да, там, то есть совершенно разные свидетели, но вот последние несколько свидетелей до перерыва, которые были, они все четко, ну, как бы имели отношение к бывшему руководителю управления информацией администрации главы Павлу Марущаку. То есть все свидетели так или иначе как бы говорили о и следствие гособвинения спрашивало их о работе именно Марущака. Человек, который отвечал, курировал, так в кавычках, да, прессу СМИ. и общественность в Коме. Да, ты бы мог, может быть, назвать несколько фамилий этих людей? Ну, из последних, кого допрашивают сейчас до перерыва, это были Анатолий Родов, тоже бывший работник администрации, который в там, функционал которого входило в том числе там, взаимодействие там, с общественными организациями. Это представители организации «Экологи Коми», которые также взаимодействовали с Марущаком, ну и прочее. В общем, все, кто так или иначе взаимодействовал с Марущаком. Был допрошен Андрей Петков, это бывший руководитель партии «Патриоты России» в Республике Коми, который тоже рассказывал, как он работал, собственно, непосредственно с Марущаком. Работал там, можно сказать, в кавычках, потому что мы понимаем, что в бытность того, когда Марущак был чиновником, очень многие процессы, они как бы искусственно замещались, ну, живые процессы какие-то политические, общественные, замещались картонными фигурами, которые делали что-то, что выгодно было власти на тот момент. Да, я хотела бы сказать, что показания Петкова можно прочитать текстом, который опубликован на нашем сайте 7 на 7, и вернуться к судебному процессу сейчас. Мы знаем, что суд — это не только то, что происходит в зале заседания, но еще и все то, что происходит в перерывах, какие-то разговоры между участниками, это члены семей, которые приходят к подсудимым. Расскажи, пожалуйста, вот о неофициальной части процесса. Ну, я вообще могу рассказать про то, как это устроено, судебное заседание, да, то есть все проходит в здании суда, зал находится на 2-м этаже здания суда, и ну, нет никаких там специальных там мер, там недопуску заседания, можно сказать, ну, вполне, что оно открытое, да, то есть можно без проблем прийти, если вы журналист, то и хотите там сделать фотографии, то нужно там написать в пресс-службу, предупредить, что вы придете и будете фотографировать. Пресс-служба всех московских судов, в принципе, очень хорошо относится вот к журналистам, старается там не чинить препятствий и наоборот организовывает вот перед самим заседанием, пускают там людей с камерами, там съемочные группы, если они есть. Вот, там несколько минут дают спокойно снимать там, участников процесса, вот, и потом уже как бы начинается заседание. С началом процесса в январе была выделена целая комната специально для трансляции, потому что зал маленький, заседания, и поэтому ну, всех желающих там, зрителей, журналистов как бы он уместить не мог, поэтому выделили специальный зал, в котором стоял телевизор, были как бы, рядами кресла, и там можно было спокойно сидеть и как бы наблюдать трансляцию. Сейчас тоже есть трансляция, но она выводится на экран, значит, в холл суда, прямо возле входа в сам суд. Рядышком сидят, значит, судебные приставы, которые там на досмотре на входе в суд. Вот, периодически, так как суд находится возле Павелецкого вокзала, очень часто вот, там, во время заседаний приводят задержанных представителей бывших советских республик, которые там подозреваются, что они там нелегально, может быть, как-то находятся. Вот, и, собственно, их там вот они прям тоже участвуют в процессе практически, потому что они тоже там сидят и наблюдают за тем, что транслируется с экрана.
Да, приходят родственники к обвиняемым. Это происходит не так часто. Приходят там к Вячеславу Гайзеру, приходят иногда его дети, супруга. Другим участникам также приходят там их какие-то родственники. Всегда есть возможность перед началом заседания, либо в коридоре, когда их заводят из конвойного помещения в зал суда, перекинуться несколькими словами, либо в самом зале суда, в перерыве, когда судья уходит, там, и самих обвиняемых не уводят в конвойное помещение, если перерыв небольшой, то вот они, в принципе, как бы имеют несколько минут для того, чтобы спокойно пообщаться. Вот, и, собственно, родственники этим пользуются. Но я думаю, что у них есть еще какие-то свидания, помимо этого, поэтому как бы это не единственная возможность, в общем, поговорить. Вот. Но так как заседание проходит с такой достаточно большой частотой, вот, поэтому таких шансов просто как встретиться, перекинуться там, несколькими словами больше, чем просто там свидание. Родственники о чем-то, ну как бы, о чем они говорили, если это известно, с подсудимыми ныне? Был забавный момент, когда еще до того, как дело передано было в суд, когда обвиняемым продлевали сроки содержания под стражей, в основном это происходило в Мосгорсуде. Вот. Тогда был такой любопытный момент, что все родственники, там их было очень много, они собрались перед заседанием, как бы заседание там не начиналось, переносилось. Вот, и они так достаточно критично ко всему этому, ко всему делу высказывались, в общем, там ругали Путина, насколько я помню, там, ну, в общем, были не в восторге от, в общем, деятельности, как бы, там, правоохранительных органов и прочее. Сейчас, насколько я вижу, ну, это просто какие-то бытовые разговоры о том, там, у кого как дела, там, и там, как живут родственники. Что-то такое. Давай вернемся на 3 года назад. Мы помним, да, какая информационная бомба была в связи с задержанием Вячеслава Гайзера, и мы помним кадры оперативной съемки, на которые показывали обыски, изъятие каких-то драгоценностей, без какого-то огромного количества часов, якобы золотых, на какие-то немеренные суммы драгоценностей и всего остального. Вот за 3 года, насколько я понимаю, произошла переоценка тех активов и той собственности, которая была изъята. Каковы ее результаты на данный момент? Ну, вообще, как ни странно, по той информации, которая там звучала в деле и на заседаниях, как бы следствие пока не предъявило вообще никаких атрибутов вот той шикарной жизни там, и обвиняемых. Да? То есть не было предъявлено никаких там прав на владение какими-то там дворцами, не знаю, какие-то парки автомобилей дорогих и так далее. То есть там все имущество, которое перечислялось по ходу судебных заседаний, ну, там, выше среднего достатка, там, по несколько квартир, условно, там, иномарка и так далее. Но это не то, что мы ожидали увидеть там, после того, как господин Маркин, представитель Следственного комитета, после задержания описывал как бы, богатство обвиняемых. Да. Что касается вот этих там ювелирных украшений, часов и так далее, вот на заседании как раз была озвучена оценка вот, часов, которые были изъяты у Вячеслава Гайзера, коллекции часов. Это официальная оценка, которую проводил сам Следственный комитет, приглашал эксперта, который оценивал часы. И, в общем-то, коллекция небольшая, и там были часы, там, насколько я помню, там одни стоили $5, там $10, $15. Ну, там самые дорогие часы, там $6 тысяч. То есть... Это средние. Это, ну, $6 тысяч это дорогие часы. Да. Ну, как бы вся коллекция оценена что-то там в $30 тысяч. Да. И при этом этих часов 30 штук. Да, 30 примерно 30, да, 30 экземпляров этих часов, от самых дешевых там за $5 и до там вот $6 тысяч. Не, ну просто мы помним, да, как федеральные СМИ, в частности, показывали часы, предъявляли, да, общественности часы и украшения со словами: посмотрите, что эти жулики наворовали. Да, это был совершенно как бы такой четкий посыл. Мне кажется, что там Следственный комитет и другие там силовые структуры часто пользуются такими приемами, когда
ну, как бы создается некая информационная оболочка, да, где там людям предъявляют какие-то ужасные факты, собственно, они потом и запоминаются, и потом очень сложно, ну, как бы, там, поменять вот это мнение, да, о том, что вот, значит, у руководства Коми, там, значит, изъят там какие-то 60 килограмм ювелирных украшений. На каком-то из заседаний зачитывали протокол, в общем, обыска в квартире у Гайзера. Да, у него там были найдены там золотые украшения, различные серебряные украшения, но их там вряд ли какой-то килограмм наберется. И там были даже изъяты 2 золотых слитка, там 2 грамма и 5 грамм весом. Вот. Ну, какие-то деньги там и так далее. Но опять же не было никаких там ящиков там из-под обуви, которые были набиты там купюрами и так далее. То есть вполне себе набор такого достаточно обеспеченного человека, да, то есть там какие-то несколько сотен тысяч рублей, и какие-то украшения и так далее. Да, мы сегодня в ходе нашего подкаста будем зачитывать комментарии, которые оставляют наши блогеры и наши читатели к текстам. И вот как раз по поводу того, о чем мы сейчас говорили, автор «Логика» оставил следующий комментарий. Запонки изымать надо быть крутыми следаками. И опять же слитки, аж 50 грамм и целых 5. А где самолеты, золотые батоны и прочие принадлежности ОПС? Ну, не знаю, как насчет принадлежности ОПС, но вот действительно та картинка, которую после ареста нарисовал Следственный комитет в лице своего представителя, она, конечно, да, сильно не соответствует тому, что мы сейчас видим в официальных документах в деле. Вот. И причем эти документы, эти оценки делало само следствие, да, чтобы как бы оценивало вот эти предметы ювелирные украшения и прочее, прочее. То есть это не оценка там адвокатов или еще кого-то, это оценка самого следствия. Вот. Забавный момент, связанный с этим, что защита обвиняемых очень долго пыталась вот в судебных заседаниях как-то вот этот момент все-таки там перебить, да, сказать, что на самом деле не было там никаких там килограммов золота, там всего остального. И на одно из заседаний пришла съемочная группа НТВ. Вот. Прокуратура была как бы против традиционного участия там в заседании прессы. Защита и сами обвиняемые, наоборот, высказались. И на следующем заседании они уже жаловались о том, что НТВ снова показала Гайзера и всех остальных, как владельцев каких-то килограммов там золота, какой-то коллекции часов и так далее. Они очень были этим недовольны фактом. Вот. И Гайзер, в частности, да, жаловался на НТВ, что вот они опять сняли такой тенденциозный материал. Угу. Ну, я предлагаю продолжить тогда тему несоответствий. И известно, что на многих заседаниях скрылось, что те показания, которые те или иные свидетели давали во время следствия и уже на суде, они значительно различаются. И в частности, вот, например, бывший управделами администрации Коми Александр Сердитов 23 июня на заседании сказал, что он не может сказать что-либо отрицательное про Вячеслава Михайловича, потому что для него Гайзер был эталоном руководителя. И добавил, что он понимает, что это ни в какую меру не ложится с теми показаниями, что он дал перед этим во время следствия, но, к сожалению, мы все прекрасно понимаем, что складывается так наш мир. Как ты можешь это прокомментировать? Вообще это очень интересный момент, потому что, да, уже неоднократно в течение судебного заседания были такие моменты, когда свидетели, в общем, показания, которые они давали на следствие, сильно отличаются от показаний, которые они давали лично в ходе судебного заседания. Вот Сердитов, в частности, да, говорил о том, что как бы, ну, примерно суть сводилась к тому, что мы как бы все прекрасно понимаем, почему его показания несколько как бы отличаются от того, что он сам говорит, как бы, да. Такая же яркая история тоже была с бухгалтером компании, которая владела клубом «Релакс», вот, который рассказывал на следствии одно, но потом в суде ну, совершенно откровенно сказал, что часть его показаний просто сам следователь написал. Вот, и формулировки, которые использовались, тоже были не его, да, то есть он там не говорил, что это
там преступное сообщество, не говорил, что там не перечислял никаких фамилий, которые следствие называет как участников значит, группировки Айвенго, который руководил там, Веселов. Один из фигурантов. Да, один из фигурантов Валерий Веселов. Вот. То есть, ну, такое, да, встречается часто. И такое действительно есть, да, когда показания, ну, которые давали на следствие, отличаются от показаний, когда свидетели сами в суде отвечают там, на вопросы следствия или там, на вопросы самих обвиняемых. И тут мы зачитаем еще один комментарий, который оставил нам автор под ником Вова. И он считает, что бессмысленно помогать одному преступному клану в борьбе против другого преступного клана. Жаль только, что люди страдают. И это очень частый комментарий, но похожий комментарий о том, что на сайте у нас можно встретить, о том, что Гайзера сейчас судят, наверное, судят не за то, что он на самом деле делал, и очень тенденциозно выглядит само обвинительное заключение, и пункты в нем, которые предъявляют в итоге всем чиновникам и приближенным к ним некогда бизнесменам. Я предлагаю сейчас вернуться к одному из фигурантов дела Гайзера, к Павлу Марущуку. Напомню, он был руководителем управления информацией администрации главы, то есть человек, который курировал прессу в регионе, отчасти политические партии, некоммерческие организации. Если коротко, до этого Павел работал журналистом, был членом Коми-правозащитной комиссии «Мемориал», правозащитником, и в середине нулевых годов он вместе с коллегами значит, создал ныне самое посещаемое СМИ в регионе, агентство «Бизнес-новости Коми». И вот насколько я помню из кулуаров, тогда, в середине нулевых, Павел говорил, или это в пересказе было, что неважно, какая посещаемость у агентства «Бизнес-новости Коми», то есть я его делаю для, условно говоря, 30 человек. И задача, насколько я понимаю, у него была такая, чтобы показать, как он с помощью интернет-ресурса может управлять общественным мнением, может с помощью комментариев на этом сайте, на который очень многие жаловались, мягко говоря, да, где формируется отношение к людям, организациям, компаниям, НКО через комментарии, через выбор тем и так далее. И спустя некоторое время, собственно, насколько мы понимаем, он эффективность свою формирования общественного мнения доказал чиновникам в администрации главы и перешел туда работать. И после этого, как говорится, как в одном из первых декретов о печати, многие СМИ так или иначе стали работать в очень плотной связке с чиновниками, и многие главные редактора или редактора среднего уровня вспоминают планерки, которые были в кабинете у Марущука, где он рассказывал, как нужно освещать ту или иную проблемную тему, кому из экспертов нужно звонить, рассылались методички, кому нужно позвонить и к какому ответу склонить этого человека, чтобы показать кого-то в выгодном или, наоборот, невыгодном свете и так далее. И вот одним из людей, который приоткрыл еще, да, завесу, эту тайну этих внутренних дел, был некогда глава агентства Коминформ, а потом агентство Коми Онлайн Павел Качанов. Что тебя в словах, которые сказал Качанов во время суда, удивило, может быть, что-то ты чего-то не знал, но для тебя это стало каким-то новым знанием? Да, я бы не сказал, что меня вообще что-то удивило, как журналиста, в словах Качанова. Вот, потому что он говорил примерно то, что как бы, так или иначе там как-то знали все, да, те, кто так как-то связан со СМИ и там близко к этому, да. Вообще вот тема управления СМИ в республике, в суде сейчас, только как бы там, набирает обороты, да, то есть до этого допрашивали каких-то людей, которые были опосредованно там как-то связаны вообще в принципе там с этой темой, но которые что-то об этом знали там, да, то есть если прокурор спрашивал там, а что вам известно о контроле за СМИ, там тот или иной свидетель что-то говорил, да, то есть Качанов, он стал таким первым как бы медиа-менеджером, который вот непосредственно как бы занимался СМИ и который вот что-то по этому поводу рассказал, да. Собственно, не сказал ничего сенсационного, да, то есть, он говорил, что там
Коминформ, Коминлайн получали там гранты республиканские по освещению там каких-то тем. Ну, то есть гранты в обмен на что? Условия этих грантов каковы были? Ну, насколько я понял, там условия как бы совершенно стандартные там, для любого там гранта, ну, то есть освещение какой-то темы там социально значимой там, и так далее. То есть, конечно, гранты там можно трактовать по-разному, да, то есть там получение гранта как поддержка некая неформальная, да, с другой стороны, как бы это совершенно законный там инструмент, которым может пользоваться любое СМИ и так далее. Сам Качанов, конечно, заявлял, что ну, как бы, с помощью грантов у него осуществлялось некое финансирование вот, со стороны государства. Эти гранты как бы обеспечивал Марущак, да, то есть он получал, что эти гранты выдавались. Но, нет, другими словами, можно ли говорить после показаний Качанова о том, что это была фактически покупка лояльности коммерческих СМИ, они же не, ну, вот Коминлайн — это коммерческая СМИ. Ну, да, конечно, можно, почему нет. Вообще, в принципе, как бы сам Качанов, вне зависимости от грантов, там, как бы, да, говорил, что ну, там были некоторые там неформальные указания там, о ком-то не писать или там, писать что-то больше о ком-то, чтобы как-то подсветить, да, деятельность кого-то и так далее. Ну, то есть, в большей степени, наверное, это просто не от грантов зависело, от ну, какого-то такого просто каких-то личных договоренностей. Ну вот в частности, например, Качанов упомянул, что ему лично несколько раз звонил Чернов и просил ослабить критику Торлопова. Это Чернов, бывший вице-губернатор. Ну да, он это говорил, ну как бы, ну вот с его слов это так, не знаю, я не присутствовал при этом разговоре, поэтому, ну это слова Качанова, может быть они правда. Ну, вот у нас есть на сайте комментатор, который пользуется ником «Весь в сомнениях», и он действительно весь в сомнениях. Вот что он пишет. «Меня удивляют эти темы с красным знаменем, контролем СМИ и общественников Марущуком. Где здесь состав преступления? Такое ощущение, что следаки как бабки слухами кормятся». Я просто помню показания самого Марущука, его реплики во время заседаний, когда он говорил, что в этом преступного, если я просто выполнял свою работу, курировал, помогал каким-то СМИ, которые оказались нам, чиновникам, какими-то более успешными, те СМИ, которые нам казались менее успешными, мы с ними практически не сотрудничали. Что в этом противозаконного? То есть это его позиция официальная. Ну да, кстати, эта тема вообще такая очень зыбкая, да, и как ее квалифицировать тоже не совсем понятно, да, то есть и сами обвиняемые, Марущак и Чернов, постоянно как бы намекают и говорят о том, что как бы вообще общение со СМИ и общественными организациями, взаимодействие было частью их официального функционала в администрации главы, да, и что здесь противозаконного в этом. Другое дело, я думаю, что мы можем говорить о какой-то моральной ответственности, потому что эти люди с помощью подконтрольных им ресурсов фактически могли разрушить репутацию человека или компании, могли создать какие-то очень трудные условия для того, чтобы человек, не знаю, строил свою политическую карьеру или общественную карьеру. И ну, то есть свидетелями этого ну, да, были на протяжении многих лет все мы это видели. Здесь ну, я не знаю, каким образом это можно трактовать через уголовный кодекс, но как минимум моральная ответственность за это, на мой взгляд, полная, лежит на их плечах. Ну да, здесь сложно как-то оценить это юридически. Не знаю, наверняка, ну, как бы есть какие-то там смежные статьи, условно, там, какое-нибудь воспрепятствование там, журналистской деятельности, что является как бы тоже уголовным преступлением. Поэтому как это в дальнейшем будет, как бы вот эта тема использована там в суде, не совсем понятно. Либо это будет как подтверждение того, что предпринимались, ну, в том числе такие медийные усилия для того, чтобы сделать то или иное уже там какое-то установленное деяние. Либо это может быть там переквалифицировать в какой-то отдельный состав, там непонятно. Я просто в качестве примера хочу вспомнить историю расследования, которое делал ты для 7 на 7 по поезду «Сияние Севера». Чиновники в Коме закупили несколько фирменных вагонов, и это была большая пиар-акция, что мы сейчас будем зарабатывать на этом деньги, туристический поезд, будем сдавать эти вагоны в аренду. Спустя какое-то время оказалось, что они стоят в тупике, их никак не используют, и фактически деньги потрачены зря, и еще они платят за аренду этого тупика и так далее. То есть они продолжали неэффективно пользоваться государственной собственностью. Когда мы занялись этой темой,
Насколько я помню, один из героев рассказал тебе подробности того, что происходит, а потом произошло, ну, как бы то, к чему журналисты в Республике Коми в какой-то момент, к сожалению, привыкли, когда сам, ну, с его слов, Марущак дал ему указание больше ничего не рассказывать, ну, как бы вернуть все вспять и затормозить максимально предоставление официальной информации по поводу этого поезда. Ну да, была такая тема, но, собственно, как бы и материал-то, по-моему, и не вышел, потому что, как бы, он был на стадии такой, чтобы, ну, я просто собирал информацию, которая была доступна, вот, общался там с людьми и так далее. Ну, то есть, там, следующая стадия, там, конечно, надо было отправить запрос, чтобы какие-то там уточнить, ну, какие-то детали и моменты, которые интересуют. Вот, поэтому, собственно, да, я помню, что просто там в администрации главы, по-моему, просто не ответили там на запросы. Вот, ну, такая частая, да, ситуация, вот. Ну, я думаю, что тема просто была не очень приятная, вот, для властей, поэтому, как бы, ну, такого противодействия какого-то активного, конечно, не было, но такое некое саботирование, как бы, со своей стороны, вот, оно, безусловно, было, да. Да, я хотела бы рассказать тем нашим слушателям, кто еще не знает, что у нас на сайте Павел Марущак ведет блог, в котором вы можете прочитать его позиции, собственно, по всем тем вопросам, которые мы здесь сейчас обсуждаем. Очень интересный блог, прям рекомендую. И мне бы хотелось поговорить еще сегодня вот о чем. В сентябре в республике пройдут выборы, и в течение вот этих месяцев, пока идет суд, мы узнали там в том числе много нового о том, как проходили избирательные процессы в то время, когда республикой управлял Гайзер. И, например, прямое отношение к этому имеет дело Шабаршиной. Бывший председатель избиркома Республики Коми. Да, расскажи, пожалуйста, об этих показаниях. Ну, дело Шабаршиной, оно служит в Сыктывкаре, это отдельное дело, оно выделено там в отдельное производство, поэтому, как бы, все, что там звучит в суде по Гайзеру, вот, по их уголовному делу, ну, там как-то в меньшей степени, нежели там в самом Сыктывкаре. Я, к сожалению, не посещаю заседания по делу Шабаршиной, вот, но из того, что было как бы озвучено разными свидетелями, да, что оказалось выборов каких-то в Республике Коми, вот. Ну, собственно, можно сделать вывод о том, что выборы, там, мягко говоря, проходили не очень честно. Об этом говорили и, там, например, Илья Богданов, который представляет коммунистическую партию в республике, и другие свидетели. Ну, в частности, вот из недавних его показаний он говорил о том, что, собственно, его и нынешнего депутата Госсовета Олега Михайлова, его однопартийца, приглашал к себе Марущак. В этом же кабинете сидел нынешний мэр Сыктывкара Валерий Козлов. Валерий Козлов, да. И, в общем, они вдвоем, значит, требовали от Богданова и Михайлова согласовать с ними список их кандидатов на выборах, согласовать с ними список наблюдателей от коммунистов, которых планировалось привлечь на выборы. Вот, просили согласовать с ними все мероприятия, агитпродукцию и так далее. Ну, то есть полностью взять под контроль, в общем, как бы там все выборные дела компартии вот, в республике, да. То есть, ну, по словам Богданова, они отказались от этого. И, ну, собственно, вот такая яркая иллюстрация того, что, ну, как бы, каким образом примерно, ну, какие-то выборные процессы проходили, да. Я несколько раз присутствовал на заседаниях по делу Елены Шабаршиной. Официально ей вменяют в вину то, что она передавала какие-то внутренние данные Чернову, бывшему вице-губернатору, да, и вот другим чиновникам из администрации главы Коми. Мы все понимаем, наверное, что все-таки судит ее официально заодно, но виновата она, наверное, в другом, в том, что просто выборы проходили нечестно. Она совершенно не обращала внимания на административный ресурс, который использовали чиновники и так далее. На одном заседании кто-то вспомнил историю, да, значительную, весомую для Коми 2011 года на выборах в Государственную Думу, когда в Коми Единая Россия получила там практически 59%
голосов, в то время как в соседних регионах это было в районе 32-35%. И вот на одном из заседаний один из свидетелей, юрист Юрий Князев, сказал, что приписали более 32 тысяч голосов в 2011 году в пользу «Единой России». Я помню, то есть это как-то из уст в уста передавалась эта фраза и в разных заседаниях о том, что в ту ночь кто-то из чиновников администрации губернатора говорил о том, что у нас закончились чистые бюллетени. Было бы больше чистых бюллетеней, бросили бы больше к тому моменту. Но это, к слову, о том, как проходили заседания Шабаршиной. Сама Шабаршина выдерживает в суде позицию такую, что ее дело основано на показаниях нескольких там свидетелей, фигурантов, и все они так или иначе рассказывали. Доказать их слова следствию сейчас на данный момент сложно, она на это упирает. Кто-то говорит о том, что да, Шабаршина передавала эти данные, на что она говорит: докажите, покажите мне, каким образом. Ночью я шептала на ухо Чернову эти данные, переносила в запечатанных конвертах, или голубиной почтой ему отправляла с одного здания в другое. Это не доказано никаким образом. И здесь, как мне кажется, это вот слабое место в позиции обвинения. Да, я хотела бы тебя немножко поправить. Заявил об этом не свидетель Князев, заявил об этом, собственно, Богданов на одном из допросов. И мне кажется, что красноречивой деталью тут является то, как в республике организовали этот процесс в самом начале, когда одно из заседаний прошло без ведома журналистов, когда журналистов заставили ждать в коридоре суда. Да, но вот это было на самом деле было несколько заседаний по делу Шабаршиной, когда ее, собственно, арестовали и привели на избрание меры пресечения. Журналисты столпились, ожидали, потому что это громкое дело, в коридоре, и тут вдруг они выясняют, что заседание уже прошло и прошло в кабинете судьи. На следующее и заседание перенесли. На следующее заседание все пришли, и опять же журналисты уже были более внимательны, договорились о том, что они как-то будут следить за тем, кто куда кого ведет в коридоре. И всех журналистов пригласили в кабинет, где должно было пройти заседание. И выяснилось, что заседание прошло в другом кабинете снова, и никого туда не позвали. На третий раз журналисты просто распределились между собой, встали по этажам, надеясь на то, что они не пропустят то, как приходит Шабаршина, которую, к слову, во время первого заседания провели по конвойной лестнице, то есть, да, пытаясь ее спрятать. Но в итоге на третье заседание журналисты с боем пробились и стали, значит, следить за процессом. Сама Шабаршина во время заседания предельно критично и нервно реагирует на фото-видеожурналистов. Она пытается апеллировать к совести журналистов, что вы, типа, мол, снимаете меня, это, как бы, что ли, нечестно, неправильно, дайте мне спокойно как бы быть в процессе, на что журналисты очень как бы тактично и корректно отвечают, что это работа, и если бы не те обвинения, которые в ваш адрес сейчас звучат, мы бы, наверное, мы бы не делали, наверное, свою работу, а здесь как бы каждый при своем. И ты же написал еще отдельный материал, посвященный этому делу. Да, мы в какой-то момент перед выборами мартовскими, которые тоже были в Республике Коми, президентскими, мы постарались обобщить, как бы посмотреть, что это была за эпоха Шабаршиной при команде Гайзера, каким образом они принимали решения и вспоминали разные кейсы выборов 2011 года, и в Воркутинские такие очень скандальные выборы, когда коммунист Горбачев победил единоросса Будовского с разницей, по-моему, там 4 голоса, и снарядили целый самолет в Воркуту с Шабаршиной на борту, чтобы в итоге признать выборы на одном из участков недействительными, и с победой с разницей в 1 голос выиграл таки единорос. Таких историй было очень много. Шабаршина в них всегда до момента ареста выходила сухой из воды, что ли, и она была очень властной, и об этом многие собеседники мои говорили. Властный и эффективный. И эффективным менеджером, который дает нужные цифры тогда, когда это нужно. Вот это все в материале с комментариями людей, которые так или иначе вовлечены в политическую жизнь в Республике Коми. Можно прочитать. «Выбор Шабаршиной» называется. Да, и я предлагаю закончить эту тему, опять-таки, комментарием. Комментатор Николай Моисеев 13 декабря 2017 года оставил на сайте такой комментарий. В
Вспомните декабрь 2011 года, явка в Коме 72%, за «Единую Россию» 59%. Совершенно сумасшедшие показатели. По спискам от Коми прошли сразу двое, в том числе прокурор Поневежский. Кто мог в 2011 накрутить такие проценты? Как вы думаете? Риторический вопрос, мне кажется. Да, спустя 7 лет риторический вопрос после этих событий. Сейчас мы наблюдаем за тем, как в деле Гайзера в качестве свидетелей выступают различные общественники и бывшие чиновники, те люди, которые так или иначе контактировали и формировали повестку дня в регионе на протяжении долгого времени, в том числе если можно так сказать, с подсказок и Марущука, и бывшего вице-губернатора Чернова. Что важного рассказали? Вот, ну, на примере, то есть я помню два очень важных допроса, да, экологи Коми, представитель Нина Кустова, ныне Нина Ананина, выступала в суде, и в том числе ситуация, в которой свидетели описывали деятельность экстремистской, запрещенной ныне, ликвидированной по решению суда организации «Рубеж Севера». Володя. Ну, вообще, если в общем и целом сказать, да, там сделать какой-то вывод, там, мое личное мнение сложилось такое, что, ну, как бы из тех там, выступлений, которые звучали в суде, что очень многие общественники там, в Республике Коми так или иначе, как бы, там, ну, условно контролировались администрацией главы Коми. Вот, и, ну, как бы, все, что они рассказывали в суде, как бы, да, вот ты назвал вот экологов Коми, там, и Рубеж Север, например, да, ну, как бы, они однозначно говорят о том, что, да, мы встречались в кабинете, там, в администрации главы, обсуждали темы, там, каким темам можно какие-то усилия свои там применять, каким нельзя. Вот. Что касается Рубежа Севера, ну, Алексея Коллегова, насколько я знаю, еще не допрашивали в заседании. Его допрос вот как раз должен состояться после того, как суд выйдет с перерыва в 20-х числах августа. Но он точно есть в списке свидетелей, поэтому, как бы, его допрос должен состояться. Видимо, по видеосвязи с Сыктывкаром. Там некоторые свидетели приезжают сами в Москву. Вот. И те, кто там, по каким-то причинам этого сделать не может, тех допрашивают через там, Сыктывкарский городской суд. Что можно сказать по этому поводу? Ну, опять же, здесь все как бы обвиняемые апеллируют к своему функционалу, да, что в их рабочих инструкциях были прописаны ну, какие-то взаимоотношения, работа с общественными организациями. И, ну, здесь тоже можно сказать, что это абсолютно как бы нормально, потому что там, ну, нет никакого законодательного запрета там, представителям власти общаться с общественниками, да, то есть каким было это общение, да, и какие были отношения, да, там материального плана, нематериального, это уже другой вопрос. Сам факт общения там, чиновников администрации там, с представителями там, каких-то общественных организаций, он совершенно вписывается в функционал вот этих чиновников, поэтому пока, ну, как бы здесь тоже нет ничего такого прям сенсационного и конкретного, и чего-то незаконного в этом. Я пока, ну, как бы, если там смотреть с точки зрения Уголовного кодекса, я пока не вижу. Денег-то им платили? Деньги платили, да, деньги платили, но при этом совершенно небольшие деньги. Там речь о каких-то там, ну, десятках тысяч рублей. Вот бывший работник администрации Анатолий Родов вот говорил, что лично передавал деньги в конвертах некоторых журналистам нескольких изданий республиканских. Эти деньги как бы предназначались на то, чтобы можно было там поехать в какой-то район, там условно там заплатить за гостиницу, там за проезд, проживание и так далее, чтобы написать на какую-то тему, ну, там, предложенную, видимо, администрацией самой. Ну, вот в таком плане, да, то есть там вот руководители организации «Экологи Коми», вот она, например, Нина Ананина рассказала, что, ну, получала там 3 раза по 10 тысяч рублей от Марущака
ну, потому что там на новой работе у нее был испытательный срок, и, ну, там, тех денег, которые там платили, было не очень, как бы, достаточно. Вот, поэтому она обратилась к нему за помощью, и, собственно, вот он за некие там информационные услуги со стороны экологов в коме, он там 3 раза платил по 10 тысяч рублей. А что за информационные услуги? Ну, как это звучало на суде, то есть, ну, просто какие-то экологические темы, да, которые, вот, на которые администрация главы просит обратить внимание. Ну, как бы, как-то вот осветить. Либо, наоборот, на какую-то тему, которой хотели бы там заняться экологи коми по своему профилю, да, как-то ей не заниматься, не освещать ее активно и так далее. То есть, ну, вот в таком ключе. Это, ну, можно назвать это управляемой деятельностью? На мой взгляд, можно. Как это там квалифицирует суд, тоже остается только догадываться. Я просто, насколько я помню, прием замещения адекватных, например, общественников или политиков, сильных игроков на региональной сцене картонными фигурами был одним из любимых приемов Марущука-Чернова. Вот есть сильная экологическая организация Комитет спасения Печоры, которая не покупается, не продается и всегда выступает за, там, не знаю, к примеру, борьбу с нефтеразливами, пытается сохранить территорию там, заповедников, заказников и так далее, и так далее. Куча вопросов. С ней ничего поделать нельзя. Значит, что мы делаем? Ну, я пытаюсь представить конструкцию в голове чиновников бывших. Ну, да, мы должны создать новую организацию, которую мы через наши подконтрольные СМИ накачаем, она будет правильной, хорошей, а Комитет спасения Печоры мы маргинализируем. И, собственно, вот эта ежедневная работа была тех, кто сейчас находится в СИЗО московских. Ну, экологическая тема вообще, ну, как бы, вот из тех показаний, которые звучали, она была, ну, как бы нужна не только для того, чтобы, ну, какие-то нейтрализовать там, условно, неподконтрольные там, экологические организации, в том числе для того, чтобы неким образом шантажировать крупные промышленные предприятия, которые в республике работают, потому что ну, по воспоминаниям самой Ананиной, да, которая она в показаниях озвучивала, что как бы перед тем, как республика подписывала тот или иной, значит, договор о сотрудничестве с разными организациями, там, я не знаю, с нефтяниками, там, Монди и прочим крупными компаниями, то есть всегда шла информационная накачка, значит, ну, какой-то экологической проблематикой, которую создают эти предприятия, вот, для того, чтобы впоследствии, ну, подписать какой-то договор с этими предприятиями на выгодных для администрации условий, да, то есть, ну, там фактически такой некий шантаж. Вот. И, собственно, когда такие договоры подписывались, как бы тут же там накал критики в отношении этих предприятий, он в республиканских СМИ спадал, как бы, да. Вот. Ну, как бы из моих личных наблюдений я могу сказать, что да, действительно так и было, на мой взгляд, что ну, эпизодически были нападки такие на некоторые предприятия, которые, безусловно, имеют свои там экологические проблемы. Вот, но тем не менее. Придушить, отпустить. Последние пару вопросов. Скажи, по твоему мнению, когда процесс завершится? То есть сколько времени нам ждать развязки этого процесса? Ну, я думаю, что он точно будет еще идти до конца года, потому что сейчас стоит судебное следствие, сейчас еще не исчерпаны все свидетели обвинения. Вот, я уже говорил, что там более 200 человек. Я не думаю, что будут прям все 200 человек допрошены, может, там чьи-то показания будут так просто зачитаны и так далее. Но мне кажется еще, что несколько месяцев, даже с учетом той интенсивности заседаний, которые сейчас есть, того темпа, да, там месяц-два еще, наверное, будут допрашивать каких-то свидетелей, изучать там материалы дела. И только, собственно, потом там суд перейдет к прениям, там, прочим стадиям судебного делопроизводства. Мне кажется, что до конца года точно. Вот. А приговор можно уже будет ждать, наверное, в следующем году, скорее всего. Мы все видели, что те фигуранты дела, которые пошли на сделку со следствием и дали показания против, условно, там, команды Гайзера, они получили сроки. Сроки это большие. Те люди, которые
говоря терминология из суда во время перерыва, как между собой фигурантов общаются, те люди, которые сдали всех, они получили там 7 лет, кто, ну и так далее. Мне сложно как бы гадать на кофейной гуще, я спрашиваю про твое впечатление или ощущение, какого порядка наказание будет для остальных фигурантов, которые, собственно, являются центром организованного преступного сообщества, по мнению следствия. То есть, есть ли у них вообще шанс на то, чтобы отбиться? По твои ощущения? По моим ощущениям, никакого шанса как бы отбиться у них нет. Ну, то есть, сроки точно будут. Вот, и мне думается, что эти сроки будут достаточно суровые. Потому что, во-первых, очень большой как бы букет статей у каждого из обвиняемых, да, плюс тяжкие статьи. Мне кажется, что в процессе еще в этом мы увидим, что будут им добавлены какие-то эпизоды, потому что, насколько мы там знаем, да, там следствие сейчас изучает там подробности сделок там с угольными шахтами, которые были при Торлопове, да, то есть то, чего не было, собственно, и сейчас пока нет в уголовном деле этих эпизодов. Вот, но как бы следствие их изучает, да, поэтому, возможно, мы увидим еще, будут предъявлены новые обвинения каким-то им. Ну и судя вот по тем приговорам людей, которые заключили досудебное соглашение, да, которым, в принципе, как бы дали изобличительные показания и, должны были как-то получить какие-то там небольшие сроки, да, собственно, мне кажется, на это они рассчитывали. Получили все равно достаточно как бы большие сроки, да, и Константин Рамаданов, и кто там второй? Демьян Москвин. Да, Демьян Москвин, они получили достаточно суровые сроки, там 6-7 лет, вот, несмотря на то, что они заключили сделку, как бы дали признательные показания. Остальные фигуранты свою вину отрицают, вот, сделок не заключают, поэтому мне кажется, что приговор будет максимально суровый для них. Ну и в какой-то степени, мне кажется, таким показательным будет приговор, и вообще все дело будет таким каким-то очень показательным в плане борьбы с коррупцией. Да. Напоследок остается, наверное, только сказать, что за последними новостями о деле Гайзера вы можете следить на нашем сайте 7 на 7. У нас есть 2 тега. Это аресты в коме, где обобщена информация не только по делу Гайзера, но и по тем делам, которые выходят из дела Гайзера на основании показаний свидетелей, фигурантов. И, собственно, сам тег Гайзер, где маркируются статьи, новости, репортажи и обзоры о том, что происходит непосредственно в суде по этому уголовному делу. И второй канал, с помощью которого вы можете очень быстро следить за новостями в своем телефоне, канал 7 на 7 «Возбужденная Коми», собака Коми, нижнее подчеркивание 7 на 7. Ну и, собственно, канал, который ведет Владимир, дело Гайзера онлайн. Все самые последние подробности тоже там, оперативнее всего можно найти. Спасибо, Владимир. Спасибо, Соня. Да, отлично. Все, Спасибо. Да, это наш, надеюсь, не последний подкаст. Услышимся в скором времени. В скором времени. В скором времени.